Давайте познакомлю еще с одной юной фермершей. Она из Татарстана, Лейла Валиуллина. Сегодня у нас в гостях. Лейла даже боролась за звание «Мисс Вселенная». Так, тебе постарше уже, чем наши юные фермеры. Ну, расскажи мне, ты уже 7 лет проводишь отпуск на полях. Почему так? Во-первых, я хочу сказать, то, что восхищаюсь парнями, то, что они такие молодцы. Я сама тоже выросла в деревне, и мне эта тема близка. Работаю уже 7 лет помощницей комбайнера с папой. Для меня работа в поле – это удовольствие. Вот. Давай покажем Филиппу, может, он тебя пригласит к себе, и у вас что-нибудь получится вообще вместе. Внимание. С утра мы подготавливаем комбайн и, естественно, смазываем, смотрим, достаточно ли масла. Это просто желание работать, то есть просто интерес. Вот есть же у каждого человека вот «хочу». Вот просто, наверное, вот это «хочу». У нас нет семьи мальчиков, поэтому папа позвал изначально меня. Учил меня водить трактор, вообще собирать сено, так скажем. Сейчас проверим все. Говорят такое, то, что это не женское дело. Встаешь, работаешь. Тут уже как-то привыкаешь к этому. Сейчас мы находимся в кабине комбайна. Включаем массу, газ, вот находится, и заводим комбайн. У нас в колхозе всего 6000 гектаров земли. В этом году урожайность хорошая. Чем больше урожая, тем лучше комбайнерам, то что нам больше намолотить можно. Как любая девушка, конечно же, я хочу создать семью, жить в гармонии, в благополучии и в достатке. И, конечно же, не забывать про родителей, приезжать помогать. Для меня это очень важно. Ну, за последние 3 года ты почувствовала, что больше молодежи стало идти в сельское хозяйство? Или вот решила тоже дать ответ американским санкциям и что-то выращивать самостоятельно? Последние годы молодежь больше стали приезжать работать. Ну, по нашему колхозу могу сказать то, что не только в этом году девушка-помощница работает, то есть другие девочки тоже подключились к этой работе. Это тоже похвально. Вот. Поэтому развивается, я хотела бы сказать. А вот что ты скажешь тем, кто сейчас смотрит телевизор и думает, что она там делает? Могла бы действительно ходить по подиуму, найти себе богатого мужичка, понимаешь, отдыхать на Лазурном берегу. А она на комбайне, понимаешь, в пыли поднимает сельское хозяйство. Мне это нравится. Для меня это хобби. Поэтому каждое лето я приезжаю, беру отпуск специально и приезжаю работать, помогаю семье. То есть для меня это удовольствие. Я делаю то, что у меня получается и нравится, да. Оль, вам не жалко? Я уже взяла в руки микрофон, потому что у меня такие эмоции. Я сейчас на это все смотрю. Мы с Андреем уже встречались 5 лет назад по похожей тематике как раз. И вот у меня сейчас такая мысль созрела, что Лейла совершенно права. Удовольствие, да, вот вообще смысл жизни, да, у каждого человека, по большому счету, это удовольствие. И вот главный ответ – благодарность вообще другим странам, потому что у нас количество удовольствия просто приумножилось. Очень много молодых ребят, потому что я сейчас наблюдаю смену поколений. Когда я начинала 11 лет назад работать в этой сфере, там были председатели такого солидного возраста, мудрого. Сейчас уже их дети, где-то уже внуки подключаются, это радует. И перспективы просто ошеломляющие. Поэтому такие красивые девушки, которые и красавицы, и умницы, и еще удовольствие у них такое необычное, они только вот восхищают. Молодец.